единственный регион, вот единственный, пусть меня обвинят вот во всех смертельнейших грехах, который справляется с болезнью, это Чеченская Республика. Вот можете мне все что угодно. Вот, пожалуйста, жесткий, достаточно авторитарный режим. Возможно, в ситуации войны по-другому нельзя, но это же война. Вот Чеченская Республика. Когда все сокращали больницы, оптимизировали, они строили. Конечно, чеченцы вышли из двух войн с пониманием, что когда больница есть, ты будешь жить. А когда больницы нет, она разрушена, разбомблена, раздавлена танком или уничтожена оптимизацией, то жить ты, скорее всего, не будешь. Поэтому в каждом райцентре больница, в селе я могу сослаться на слова достаточно авторитетного политика, представителя власти из Чечни, который мне позвонил и детально рассказал, отвечая на мои вопросы в частной беседе, о том, что есть, что нет. И вряд ли этот человек лукавил, понимаете. Надеюсь, что чеченское руководство, может, Рамзан Кадыров, было бы здорово, даст интервью и подробно расскажет, подтвердит вот эти слова, хотя я и так верю этому человеку, естественно. В каждом селе амбулатория, компьютерные томографы, по словам, которые я услышал, доступны всем, они бесплатны для всех. К населению рассказывали разными методами. Магомед Даудов вел стримы, куда подключал врачей со всего мира. Рамзан Кадыров рассказывал, вел стримы, говоря об угрозе этой болезни. Как, откуда, спрашиваю я, вы узнали это? Говорит, на Ближнем Востоке мы опыт Иордании восприняли, Саудовской Аравии. Мы увидели, как там всерьез относятся, когда Мекку закрыли и святые места закрыли, Хиджаз. Мы поняли, что это серьезно. Позвонили, спросили, уточнили, нам сказали, да, это серьезно, надо защищаться. Чеченская Республика готова. Сегодня по всему Кавказу, это практически, я не знаю, говорят, что в КБР за счет там наличия большого курортного медицинского фонда тоже есть возможности. Но в целом Чеченская Республика готова оказывать сегодня помощь, я знаю, и Дагестану, и Ингушетии, и Ставропольскому краю, и Осетии, всему Кавказу.